Каждый день. Добрый день, уважаемые участники и коллеги третьего международного методического семинара. Мы рады приветствовать нас на площадке мастер-класса от специалистов Республиканского консультационного центра. Хочу сразу представить вам спикера. Это Евдокимова Марина Владимировна, учитель-дефектолог высшей квалификационной категории детского сада номер 18 «Звездочка» города Воркуты, а также Ушанова Виктория Викторовна, учитель-логопед высшей квалификационной категории, тоже детского сада номер 18 «Звездочка» города Воркуты. Асташова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий города Ставкара, и Савенко Наталья Александровна, заведующий Центром сопровождения специального и инклюзивного образования Республиканского института развития образования. Хочу сразу же предоставить слово нашим коллегам с Воркуты. Слышат Евдокимова Марина Владимировна и Ушанова Виктория Викторовна. Здравствуйте, мы вас хорошо слышим и видим. Мы готовы, если что. Видно ли нас? Пока нет. Наверное, все видно. А нам видео, да, сейчас уже? Без видео. Без видео, да. Хорошо. Да, вас слышно, да. Саша, у нас выберешь. Добрый день, уважаемые коллеги. Виктория Викторовна, Марина Владимировна, просим вас начинать. Очень приятно вас видеть. Да, нам тоже очень приятно. Меня зовут Ушанова Виктория Викторовна. Я работаю учителем-логопедом в детском группах для детей с интеллектуальными нарушениями. Моя коллега, учитель-дефектолог Евдокимова Марина Владимировна. Она также работает на группах компенсирующего вида для детей с интеллектуальными нарушениями. Параллельно мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра, и сегодня мы хотим поделиться с вами нашим опытом организации и оказания консультативной помощи родителям или законным представителям детей в возрасте от 2 до 10 лет. Мы расскажем о подготовительной работе для создания консультационного центра, рассмотрим этапы взаимодействия с родителями и специалистами, а также поговорим о тех проблемах, с которыми консультанты могут столкнуться в этой работе. Изначально, заключая договор о сотрудничестве с Республиканским консультационным центром, у нас возникал вопрос о необходимости создания этой услуги и о ее востребованности. Но, анализируя данные на сегодняшний день, мы с уверенностью можем сказать, что услуга пользуется спросом среди населения, так как количество обращений растет из месяца в месяц, и на сегодняшний день составляет уже до 25 обращений в месяц. Итак, для того, чтобы иметь возможность принимать родителей с детьми на консультации, необходимо подготовиться и создать определенные условия. Да? Первым условием таким это будет подготовить пространство для ваших встреч, то есть оборудовать кабинет необходимым диагностическим и дидактическим материалом. Далее нужно продумать время приема и разместить рекламу данной услуги в сети интернет, например, на сайте учреждения, в родительских группах и в социальных сетях. Также для фиксации обращений необходимо разработать журнал. В данном журнале что мы будем фиксировать? Фамилия, имя, отчество ребенка и контактные данные семьи. Также цель обращения, рекомендации специалиста и возможность повторных встреч, если такие будут иметь необходимость. При первичном обращении по телефону и в ходе беседы выясняется запрос родителя, возраст ребенка и определяется формат встречи. Какого же формата бывают встречи? Это консультация по телефону, далее может быть очная встреча, либо дистанционная встреча через онлайн-платформу. Это в том случае, если родитель не может лично присутствовать на вашей консультации, либо он проживает в отдаленных районах, ну, либо по какой-то своей причине, вот в настоящий момент в том числе. Консультация может быть проведена как диагностическое занятие с ребенком, далее может это быть
личная беседа со взрослым без присутствия ребенка и, например, консультация-практикум, на которой будет присутствовать и ребенок, и родитель. Итак, получив первичную информацию от родителя, составляется примерный план, план предстоящей консультации. Подготавливаются анкеты для родителя, диагностическое оборудование, которое необходимо для данной встречи, и памятки рекомендаций в письменном виде по теме обращения. Главная задача консультанта какова? Сориентировать родителя на конкретные действия по решению определенной проблемы в развитии детей. Это относится как к выбору способа обучения ребенка и также к освоению приемов у родителей, взаимодействия с ним. Остановимся поподробнее на категории детей, чьи дети обращаются в центр за помощью. Родители, вернее, чьи дети обращение детей 2-4 лет, имеющих речевые и психомоторные нарушения. Это дети, чьи проблемы еще не выявлены, диагнозы не установлены, но по тем или иным причинам их развитие сильно отличается от усредненных норм этого возраста. Поэтому в наличии должны иметься игрушки, необходимый диагностический материал. В нашем центре, например, это диагностика психомоторного речевого развития Елены Антоновны Стребелевой. И помимо диагностических и консультационных мероприятий, мы с родителями этих детей определяем возможные пути коррекционного сопровождения через имеющиеся в городе организации. А именно, мы рекомендуем посещение врачей, направляем в ПМПК, в специализированные детские сады или в частные развивающие центры. Среди обратившихся также много детей более старшего возраста с уже выявленными нарушениями и уже имеющимися диагнозами. Но родители испытывают трудности в организации домашних занятий, в подборе игр для дома, не могут справиться с сопутствующими поведенческими проявлениями своих детей. В этих случаях мы предлагаем практические занятия по освоению коррекционных методов и приемов взаимодействия с детьми. Консультируем по организации режима дня, питания ребенка в семье, даем советы по созданию обучающих и развивающих игровых ситуаций. Довольно часто к нам стали обращаться родители, чьи дети испытывают трудности в социально-коммуникативной сфере, поведенческой сфере и имеют необычные привычки, предпочтения в еде, возможно, какие-либо стереотипы. И на данных консультациях мы предлагаем родителям пройти такую анкету для родителей. Это тестирование, которое может показать процент вероятности у ребенка расстройства аутистического спектра, то есть наличие аутистических черт. Родитель может понять, пройдя этот тест, насколько близка ему эта проблема, имеет она место. Далее, конечно, мы предлагаем таким семьям посетить муниципальный сайт «Рассвет». Это силами коллег нашего города организован такой муниципальный сайт, на котором расположены все необходимые материалы, относящиеся к вопросам развития и воспитания детей с аутистическими нарушениями. Далее мы рассказываем о возможностях получения специализированной помощи в федеральных центрах для детей с РАС. Менее всего обращений от родителей детей предшкольного и младшего школьного возраста. Здесь запрос у родителей состоит в диагностировании ребенка на готовность к школе, а также выявление нарушений чтения и письма. Если же выявляются школьники с нарушениями, серьезными проблемами сформированности психических процессов, внимания, память, мышление, а также работоспособности, поведение, то в этих случаях мы, конечно, предлагаем альтернативные способы решения выявленных проблем путем обращения в развивающие центры нашего города, посещения специальных коррекционных индивидуальных занятий с учителем-дефектологом, с учителем-логопедом, и если есть необходимость, то с педагогом-психологом. Ну и, конечно же, далее мы ориентируем родителей на возможность
выбора способов обучения. Либо это домашнее обучение, бывает, что необходимо именно такое, обучение по индивидуальной программе в классе, или либо это коррекционная школа. Ну и при первичном обследовании выявляются сопутствующие проблемы в развитии ребенка, то есть необходимость направления на консультирование к специалисту смежных профессий – логопед, дефектолог, психолог. Таким образом, мы, как специалисты, консультанты Республиканского консультационного центра, работаем в тесном сотрудничестве, обеспечивая комплексную помощь семье. Из нашей практики отметим, что иногда целесообразно провести совместную консультацию двумя специалистами сразу. Это связано с тем, что запрос от родителей касается речевого и умственного развития ребенка. Формат такой консультации позволяет обсудить большее количество волнующих родителей вопросов и увидеть ребенка с разных сторон. А специалистам обсуждение диагностических данных и наблюдений за деятельностью ребенка позволяет быть более объективными и вести согласованную работу по коррекции его нарушений. Для консультирования семей, проживающих в удаленных от города районах, используем дистанционную связь. Телефон, Viber, Skype, электронная почта. Ну вот в ситуации пандемии прекрасной альтернативой живому общению стало консультирование родителей на платформе, мы выбрали платформу Zoom. Данный вид связи позволяет не только дать практические рекомендации, но и показать видео и презентации по интересующей теме. И записи данных встреч обязательно высылаем родителям на почту для повторных просмотров. Работая в таком формате, мы можем предложить родителям поделиться результатами выполнения практических заданий, чтобы отслеживать правильность их. Какие же проблемы, коллеги, могут возникнуть в процессе консультирования? Например, приглашая родителей на повторные встречи, мы сталкивались с недостаточным пониманием родителями проблемы у их ребенка, несерьезным отношением к рекомендациям глубокого медицинского обследования, в том числе в стационарах, и также к обязательному посещению коррекционных занятий в развивающих центрах или частных занятиях со специалистами. Также бывало, что в диалоге с родителями обнаруживались серьезные ошибки по организации режима дня, созданию развивающей среды дома и проведению домашних занятий. В этих случаях, конечно же, необходимо вносить в консультацию коррективы и подчеркивать важность рекомендаций специалистов, то есть доносить это до родителей, разъяснять им подробно с целью предупреждения осложнения развития ребенка. И таким образом, конечно, подводя итог, хочется сказать, что работа в консультационном центре сложна, она очень разнообразна, она требует постоянного профессионального совершенствования педагога-специалиста. Уважаемые коллеги, родители, если у вас возникли какие-либо вопросы к нам, пожалуйста, пишите в чате, мы постараемся ответить на все возникшие у вас вопросы. И также вы можете записаться на консультацию к нам на сайте Республиканского центра консультационного. Вот сейчас на ваших экранах вы видите данные контактные. И благодарим вас за внимание. Пожалуйста, ждем ваших вопросов. Спасибо вам большое, наши уважаемые коллеги. Да, Если у участников есть вопросы, вы можете задавать их сейчас в чате. Анна Александровна, у меня возник вопрос. Девочки, я хочу задать такого плана вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в основном... Мы, наверное, можем отключиться, да, Наталья Александровна, мы немножко связь... Да, сейчас у нас была удаленная, да, работа, то есть дистанционного порядка. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вам пришлось столкнуться при консультировании родителей?
Так, вы имеете в виду дистанционное консультирование конкретное, да, сейчас? Либо Да. конкретно дистанционное? Так, ну вот смотрите, первое, даже мы не ожидали дистанционного консультирования такие подводные камни, когда родители, обращаясь сами и горячо желая получить какие-либо рекомендации от специалистов, находились потом, когда получили их, в полной растерянности, и даже в какой-то момент, ну, не то чтобы отказывались выполнять, но старались Избегать нашей встречи, да, и дальнейшей, минимизировать вот те как бы задания, которые они получили. То есть обратную связь мы получали с натяжкой. Были, конечно, очень ответственные семьи, но в большинстве случаев мы были даже как-то удивлены, потому что при очном контакте все-таки, может быть, это потому что все-таки непосредственный контакт живой, более как бы захватывает человека, либо, например, вот это вот сыграло свою роль. Но в дистанционном формате попытались потом уйти как-то в подполье и стараться больше не выходить с нами на связь. Я смотрю, тут появился вопрос, да? Да, можно сразу попутно ответить, девочки. Да. Как быть с родителями, которые не идут на контакт со специалистами? Дело в том, что мы работаем в Республиканском консультационном центре по запросу самих родителей. Поэтому они очень заинтересованы в том, чтобы мы проводили встречи. А если заинтересован, то он и не будет записываться на нашу консультацию. Этого центра вот такая позиция у нас. Пропадает. Еще что-то? Вот. Ну, вообще, можно я дополню свою коллегу? Ладно, спасибо, Воркута. Видимо, какие-то проблемы у нас там со связью возникли. Ну да, действительно, вот если отвечать на вопрос, как быть с родителями, которые не идут на контакт со специалистами, мы с Анной Александровной все-таки, как и консультанты, и методисты консультационного центра, хотим как бы предугадать, да, эту ситуацию, что, обращаясь непосредственно в консультационный центр, безусловно, родители, законные представители, они идут туда с пониманием того, что они хотят получить эту консультацию, и поэтому здесь немножечко другой вопрос, да, мы не затягиваем, не просим контактировать, да, здесь уже контакт взаимоотношений происходит со стороны непосредственно родителей, то есть идет запрос от них, и мы уже отвечаем на их вопросы, идем им навстречу, их консультируем и так далее. То есть здесь немножечко вопрос такого порядка. С другой стороны, безусловно, нужно находить какие-то точки соприкосновения с родителями, если у специалиста не складывается ситуация, выяснять и решать, безусловно, проблему. То есть понятно, что некоторые родители пытаются избежать тематики, проблематики, да, работы со своим ребенком и так далее. Ладно. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, задавайте, будем стараться отвечать на них. Если будет желание, можете записаться в Республиканский консультационный центр к нашим специалистам, к Анне Александровне, ко мне, к Виктории Викторовне, к Марине Владимировне. В дистанционном, в очном или по телефону порядке мы в любом случае вам ответим. Консультация будет проведена, как пожелаете. Далее слово предоставляется Наталье Александровне, да, с мастер-классом. Я как бы очень долго думала, что можно предоставить на мастер-класс. Безусловно, что хочется что-то и интересное, и не слишком сложное, поэтому как бы пришлось, ну, скажем так, остановилась на самом таком интересном, и которое всегда нас затрагивает, это все-таки развитие мелкой моторики. Развитие мелкой моторики вообще развитие мелкой моторики помогает не только речевому развитию ребенка, что, безусловно, меня как логопеда волнует, но и дает развитие вообще всех функций ребенка, развитию психических параметров ребенка. Поэтому я считаю, и вообще специалисты считают, что это очень важно, что это очень интересно. Я сейчас постараюсь вам быстро, кратко и
показать некоторые такие вариации занятия по мелкой моторике, что это такое, зачем это нужно. Но вообще мелкая моторика рук крайне важна для любого ребенка, как я уже сказала, потому что при развитии моторики развиваются отделы головного мозга, которые отвечают и за двигательную активность, которые отвечают за память, за внимание и за многие другие функции. Пальчики развиваются, развивается речь, развивается двигательный навык ребенка. Следующий слайд, пожалуйста. Тонкая моторика. Понятно, что это возможность управлять вещами небольшими, то есть брать пальчиками, решать какие-то задачи при взаимодействии совместно и рук, и глаз. То есть это слаженное взаимодействие. Взять ручку, взять карандаш, взять, допустим, ту же бумажку. В любом случае необходимо сначала посмотреть, потом это взять в ручку, соотнести это с действием. Следующий слайд, пожалуйста. Понятное дело, что развитие мелкой моторики включает в себя различные вещи, движения. Ну и в первую очередь это захват различных предметов одной рукой, двумя руками, щепоточкой и так далее. То есть здесь самое главное – это умение правильно комбинировать вещи. Ну, это и складывание пирамидки, и вкладыши знаменитые, матрешки, ну и так далее. Очень большое разнообразие сейчас материалов, поэтому останавливаться вот именно конкретно на этом мы не будем. Следующий слайд. Ну вот на картинке, допустим, показано, да, материалы различные, которые можно использовать для развития мелкой моторики. Очень любят специалисты, дефектологи, логопеды раскладывание различных предметов по мисочкам, по корзиночкам и так далее. Но, допустим, на первой картинке изображен ребенок, который разбирает фасоль, горох. Здесь, опять же, такие сенсорное развитие, да, и понимание разницы цветовой гаммы. Очень полезно и ощущения развивает. Здесь это полезно не только для детей нормативно развивающихся, но и очень хорошо для детей, которые имеют какие-либо отклонения. Очень хорошо использовать такие приемы работы с детьми с ДЦП для развития как раз вот захвата, потому что такие детки не могут держать ложку, не могут держать карандаш и так далее. Можно использовать элементарные крышечки от наших бутылочек с водой, соком и так далее. Здесь вот тоже показана картинка, где мало того, что есть шаблон для соотношения, да, как правильно сделать, и каждую крышечку нужно закрутить на свое положенное место. Следующий слайд, Саша. Здесь тоже интересное направление, то есть все из подручных материалов. Здесь идет либо поиск предмета, да, как многие называют, поиск сокровищ. В песочек, в крупу закапываются различные предметы. Крупные, мелкие, на ощупь разнообразные, это и металлические, и пластиковые и так далее. И ребенок просто разыскивает этот предмет. Здесь можно сыграть как бы в такую же игру, да, допустим, угадай на ощупь, что это такое. Тоже как бы развитие очень хорошее. Также можно предложить ребенку копание, да, ракушечкой собирать, ложечкой, там, тарелочкой и так далее, скорлупкой от орехов, то есть, ну, все что угодно. Достаточно интересное. Либо, допустим, собери одного цвета бусинки, там, или собери там все ракушечки и так далее. То есть, опять же таки, ребенок выбирает, перебирает, разыскивает, ищет, и таким образом развивается не только моторика, но и сенсорные навыки. Здесь показаны также различные виды предметов, которыми можно использовать, да, ну и в то же время вот наши знаменитые, которые продаются всюду, такие стеклянные шарики, да, пластинки такие декоративные, которые можно выложить в любом порядке и пальчиками играть, как бы ходим пальчиками, да, допустим, встали двумя пальчиками, тремя пальчиками, то есть либо пошагово, и в это же время можно сочетать с какими-то стихами, с какими-то приговорками, присказками и так далее. И ребенку интересно
в то же время тактильные ощущения интересные для ребенка и так далее. Также создавать такие пособия можно же совместно с ребенком. И ребенку интересно, и маме интересно, и самим специалистам интересно. Также представлены мячики Суджок, то есть знаменитые, да, их тоже все знают, которые помогают развивать и массировать кисти и пальчики рук, которые потом впоследствии как бы достаточно хорошо помогают развивать различные тактильные ощущения и мелкую моторику. Следующий слайд. Ну, хочу вам представить достаточно такую интересную новую игру, да, которую не все знают, не все используют. Это резиночки. Резиночки сейчас продаются в большом количестве в наших магазинах Fix Price, они недорогие. Рисуются ладошки, на ладошках примерные как бы собирание чего, куда, то есть как правильно одеть эту резиночку по цветовой гамме, по количеству, на количество пальчиков и так далее. Первоначально, конечно, можно использовать, вот как в правом углу предложено, какие-то жирафики, допустим, надень на жирафика шарфик одного цвета, посчитай, сколько резиночек и так далее. Можно разноцветные шарики. То есть изначально можно использовать просто какие-то простейшие, да, потом уже перейти вот на пальчики. Следующий слайд. Дальше можно использовать, безусловно, различные прописи, их огромное количество. Я вам лишь представлю некоторые из них, которые как бы издает издательство «Просвещение», они все свеженькие, новенькие. Здесь, безусловно, работа с детьми от 3 лет и до 7, то есть достаточно большой, широкий спектр для развития моторики детей. Также подготовки к письму, что, безусловно, потом положительно скажется на обучении в школе. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Да, я быстро. Хочу все-таки как бы еще раз повториться, что игра, которая вот предложена, да, резиночки, она достаточно интересна для детей любого возраста, буквально начиная, ну, лет с 4 и заканчивая 7-летним возрастом. То есть там разнообразие вариаций, которые можно использовать при работе с детьми по развитию мелкой моторики. Еще раз хочу всем напомнить, что если у вас возникают вопросы какие-то, вы хотите проконсультироваться или направить родителей на консультацию, на экране представлены ссылки на консультационный центр как на сайте КРИРО, так и на социальной страничке ВК. И телефоны, по которым можно записаться. Телефоны работают у нас, все рабочие. Мы постоянно на связи, поэтому пишите, звоните, мы ответим на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Александровна. Очень полезная информация. Надеюсь, все участники что-то примут для себя новое, интересное и будут использовать в своей жизни с детками. А сейчас хочется предоставить слово нашему следующему специалисту, это Асташовой Татьяне Анатольевне. Запись. Видео где? Не знаю, видео добавляли? Сейчас мы найдем запись. Да, одну минуточку подождите, пожалуйста. Да. Пока, если у вас есть вопросы, можете задавать в чате. Я на какие смогу ответить, конечно, постараюсь ответить. Угу. Ну, еще секундочку буквально, да, чтобы у нас подзагрузилось немножко видео, потому что идет большая нагрузка на интернет. У нас много площадок сегодня проходит, поэтому вот небольшие заминочки происходят. Вот. Поэтому еще раз напоминаю, да, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим специалистам. Специалисты могут ответить не только непосредственно после мероприятия, но и в течение мероприятия, если задаются вопросы, мы тоже на них можем ответить. И сейчас будет мастер-класс от специалиста Асташовой Татьяны Анатольевны.
имеют такую силу, ведь они вошли в самую ось, еще не окрепшую и открытую. С другой стороны, ось, напитанная любовью, но воспитываю мужчину. Формула воспитания девочки звучит следующим образом. Я родила дочь, но воспитываю женщину. Именно такое в сказкотерапии выделяются 7 мужских архетипов и 3 женских архетипа. Сейчас я прошу вас проанализировать в процессе соглашаться с мнением других людей в том случае, если они правы, уметь молчать, когда это необходимо, уметь выполнять приказы в ситуации, когда нет времени думать. Это все дает возможность архетип слуги. Второй архетип – так называемый купец. Он учит получать выгоду в разных делах, быть смелым, сметливым, готовым к риску, уметь просчитывать варианты, сметливым и расчетливым. Архетип философа закладывает умение и желание постигать науки, новые знания, открытия, способность к логическим рассуждениям, умению делать выводы, аналитически мыслить. Архетип воина воспитывает в ребенке способность защищать и себя, и близких, свою территорию, отстаивать
архетипов приобретает не очень красивую форму в поведении ребенка. Например, расчетливость и смекалка могут быть использованы им в недобрых целях. Важно вовремя замечать эти перегибы и не взращивать такие качества. Для этого очень полезно читать и анализировать сказки, приводить примеры, учить ребенка анализировать свои качества, помогать ему воспитывать характер. Все это заложено в методе комплексной сказкотерапии. Теперь обратимся к женским архетипам. Их всего 3, но они комплексно отражают все грани характера девочки. Первый архетип – архетип возлюбленный. Это способность делать выбор на своем пути, опираясь на свои собственные внутренние потребности, способность вдохновлять окружающих и даже мужчин на подвиги, проявлять вовне свою женственность, искренность эмоций. Это способность к легкости, к творчеству, к открытиям и радости, и умение приносить эту радость в жизнь других людей. Архетип матери представлен в девочке способностью заботиться о себе, постигать и передавать традиции, их приумножать, умение создавать и быть на страже семейного уюта и благополучия, эмоционального благополучия в доме, мира и спокойствия. Важно, что всему этому девочку учит ее мать. Она является примером той женщины, которой станет девочка в будущем. Очень важно обращать внимание на то, что девочка чаще слышит не то, что мы говорим, а то, как мы говорим. Сказкотерапия содержит в себе кладовую жизненной мудрости, где очень легко, понятно, мудро, емко и лаконично. Спасибо всем за внимание, спасибо за участие. Если, повторюсь еще раз, если у кого-то возникают какие-либо вопросы, вы можете задавать их в чате, либо по контактным данным, которые предоставлены на экране, вы их видите, сайт нашего консультационного центра, страничка ВКонтакте и номера телефонов. Еще раз спасибо всем за внимание. Всего всем доброго.